Я приехал из страны Иордания, это на Восточное Мертвое море. И в Сыктывкар, если честно, я случайно попал. Ну, такая история. У нас документы принимают в сентябре, а я в декабре приехал. Тут 4 года назад была открыта первый раз для иностранцев, чтобы поступили в Сыктывкарский государственный университет. Я решил подавать документы. Ну, думаю, примут, не примут, потому что я и так уже опоздал. Но, слава богу, принимали. Не было у меня какое-то знание о Республике Коми, Сыктывкар, где это находится, какие там люди. И просто купил билет, приехал. Если честно, я удивился, настолько тут люди хорошие, то есть по отношению, то есть воспитанные, образованные, то есть много народу тут образованных, у них есть знания. Я был в больших городах, которые даже не знают, где находится Иордания. А сюда приехал, многие знают, типа, знания есть. Мне это вообще, так понравилось, и решил тут остаться, то есть, доучиться. Я когда сюда приехал, думал, что первый год тут буду учиться, и потом, уеду, типа, побольше город. Но мне все устраивает, тут тихо, тут для студентов, город оптимальный. Почему? Потому что он не проблемный, не шумный, нет в нему какой-то большие там и многие движения, типа, да, и устраивает для студентов, чтобы сюда приехали и учились. Я учусь в медицинский факультет на 4 курсе и занимаюсь учебой только. То есть нет что-то такого, которое меня привлекает сейчас, кроме своей учебы, потому что, знаете, медицина это сам по себе такой большой, огромный мир, и для него еле-еле хватает просто времени, чтобы выучить. А так можно спортом заниматься, иногда можно ходить прогуляться, там, можно подработать. Допустим, я работал в травмпункте краткое время, и из-за графика я ушел, чтобы нормально сходить в университет и учиться без каких-то проблем. Потому что когда работаю ночью и не на следующий день, допустим, на паре надо, то есть не получается, я опаздываю, поэтому лучше не работать, а просто заниматься своей учебой, потому что когда у человека цел какой-то есть, он должен к нему идти через разных случаев бывает сложнее. А поэтому нужно к этому целу сначала идти, а потом что-то найти и развиваться, там, работать или какой-то бизнес открыть. Есть такие планы на будущем, но сейчас это не их время, еще не наступило. Я хочу стать пластическим хирургом. Вот, мне просто эта сфера нравится полностью. Я считаю, это не просто медицина, а художество. Да, поэтому мне это привлекает и надеюсь, что в ближайшем будущем это получится. Если куда-то хочу ехать, но в основном я читаю. Сначала. Я о Сыктывкар не читал, потому что это резко случилось. А о России читал, посмотрел видосы, как люди тут живут, как жить. Уже есть у нас сейчас интернет, и можно посмотреть. Это было ожиданно насчет зимы, потому что, как сказать, в морозилку приехал, как мне говорят. Но не удивилось, как отношение сотрудников университета. Это первое, мне удивилось, потому что они так хорошо занимаются своей работой, выполняют свои задания. Обычно в университетах, не только в России, а везде, просто приходит студент, все такие устали, злые, там, лишь бы просто ушел студент. А тут нет, воспринимают, там, ему все покажут, мне встретили, все показали, никогда не забуду. Может, маленький вещь, но очень приятно и остается в памяти навсегда. Но, да, я бы не сказал, что было тяжело. Не было тяжело. Холодно, это и есть холодно. Но по образу жизни мне было самое, тяжелое чуть-чуть. Это белые ночи. То есть ночь. Светло на улице, а я, хочу спать, мне это помешало. Сейчас привык, то есть все равно я даже уже днем не могу спать, когда солнце вот так в лицо. Можно спокойно ложиться спать.
тут люди, ну, в принципе, хорошие, ну, типа, открыты к иностранцам. То есть многие хотят, типа, узнать про нашу традицию, про наш менталитет, ну, ознакомиться с ним. То есть люди тут очень хорошие, несмотря на некоторых, но здесь люди очень хорошие. Ну, традиции, конечно, разные. Ну, в кухне, в одежде, допустим, да, национальная, там какие-то стихи. А в менталитет, да, есть большие разницы. То есть это неплохо, на самом деле, это интересно, когда человек попадает в другом мире, как сказать, да, и увидит новые, как бы. А у нас, например, по нашему менталитету, то есть соседи в районе все должны быть, ну, типа, знакомы друг друга, типа, ходят друг к другу. Мне это тут не хватает. Общение, то есть, не знаю, тут как-то мне иногда странно подойти к человеку, что-то попросить, к незнакомому. А у нас это ну, принято, типа, подойти, там, попросить смело, то есть, ну, потому что он оказывает помощь. А тут, не знаю, мне кажется, это странновато, или я сам так чувствую. Ну, что большинство русских людей, ну, образованные, и у них есть знания, можно сидеть, ну, почти с любым человеком, там, обсуждать, ну, любую тему, хотя есть небольшое знание об этом. То есть нет, которых говорят, не знаю, типа, что это такое, или что это значит. Ну, знает, может, просто даже хоть название, но общее представление есть, да, у народа. И мне это нравится, потому что я общительный человек. И люблю, типа, иногда какие-то, ну, темы обсуждать, какие-то странные, но всегда найду ответы. То есть, поэтому мне нравится. У меня в Сыктывкаре сейчас, из города Сыктывкар, очень много друзей. Очень много друзей, с которыми мы держим связь, мы общаемся и планируем как бы держать связь. Некоторые говорят, мы к тебе будем приехать в гостях. Я их скажу, добро пожаловать. Ну, есть еще люди из других, типа иностранцы, которые мы тут встретились, тоже общаемся и держим хорошие связи. Поэтому, да, когда сюда приехали 4 года назад, еще, как сказать, много иностранцев не было. Ну, только мы первые, которые сюда приехали в университет. Некоторые даже подошли, спрашивают, откуда вы. Ну, скажет кто-то с Египта, я с Иордании. О, ничего, типа, понимаете друг друга? Понимаем друг друга, типа, а вы же с разных стран. Но у нас один язык есть. То есть можно и на английском еще с друг друга разговаривать. А некоторые просто попросили сфоткаться с нами. Ну, знаете, это было угарно, то, что когда подходят, мне один друг, просто ему это было странновато немножко. Ну, мы не такие знаменитые, чтобы с нами сфотографировать, типа, и так далее. Он говорит, ты что, мы для них обезьяны, что ли, чтобы с нами сфотографировать? Я ему начал объяснить, что нет, просто непривычно в этом городе находиться такие иностранцы, и мы для них выглядим, ну, по-другому. Поэтому некоторых хотели оставлять себе это на память, просто как фотку. Может быть, да. Ну, конечно, у меня очень много ошибок по грамматике, но я перестал на это обращать внимание. Главное, чтобы люди меня понимают. И дальше это, ну, как бы и сама справится. Можно поправить, но я, честно, не пытаюсь там поправить, потому что я считаю, то, что как я разговариваю, то это и есть мой характер. Ну, то есть, если я буду там выучить, чтобы как что-то сказать, как будто я буду читать с книги, и там нет никаких эмоций, никаких чувств. Поэтому многим нравится, как я разговариваю, и я так и неудобно. Видел надписи, слышал, немножко иногда слышал его, но от взрослых людей, ну как сказать, да. Мне что, постоянно я спрашиваю, типа, научите мне хотя бы пару слов, типа, по кому. Интересно ли я здесь живу хотя бы? Пусть у меня будет небольшое знание.
Они начинают это, как все говорят, типа монта тиш, да, вай покой, так далее. Но я удивился, что когда узнал, что 16 падежей есть в этом языке, ну, передумал учить сразу. Ми ради такому республіка.